Нет выше чести, чем носить русский мундир. Именно так говорил русский полководец Михаил Кутузов. Эти слова наизусть знают воспитанники Чувашского кадетского корпуса. С тем, как идет обучение будущих защитников Родины, сегодня познакомились депутат Государственной Думы России Алла Салаева и министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. Подробности в сюжете Сергея Качинского. Помимо общих предметов, военная подготовка и множество других занятий. В этом главное отличие кадетского корпуса от обычной школы. Кадетский корпус воспитал у меня такие качества, как характер, стремление к победе и дисциплине. Родители мной очень гордятся, потому что на обучение здесь подтолкнули они меня, поэтому я им очень благодарен, и они мной гордятся. Важнейшая составляющая образовательного процесса – физическая подготовка. Кадеты занимаются спортом, участвуют в соревнованиях и посещают тренажерный зал. Кроме того, все воспитанники учатся обращаться с оружием, соблюдать меры безопасности и принимать решения в экстремальных ситуациях. Сегодня фундамент, на который встал кадетский корпус, для того, чтобы двигаться дальше, однозначно есть. И ребята в надежных руках. Вот это общее, что мы сегодня зафиксировали и поняли, что все, что делалось нами вместе с главой Чувашской республики, с Олегом Алексеевичем Николаевым, все делалось правильно. Также кадеты участвуют в балах, которые являются важной частью кадетской жизни. Но не только уроками танцев насыщен процесс дополнительного образования. Одно из необычных направлений кадетской жизни – участие в экспедициях и археологических раскопках. Надо сказать, что здесь ребята выезжают ежегодно на раскопки по местам сражений Великой Отечественной войны, начиная от Мурманска до Волгограда. В этом году также мы планируем принять участие в акте памяти. На сегодняшний день в Чувашском кадетском корпусе Приволжского федерального округа обучаются 333 человека. Каждый из них не понаслышке знает, что такое кадетское братство. Если бы наши кадеты встретились бы кадетами других республик, они сразу начинают вспоминать. А помните, вот эту спартакиаду, а помните? То есть все кадеты всей России, они, как бы сказать, в одинаковых условиях проживают. Поэтому им легко и просто найти общий язык. И, по сути дела, кадетское братство продолжается уже в учебе в высших учебных заведениях Министерства обороны. После экскурсии по учебному заведению гости встретились с воспитанниками корпуса. Ребята спросили у Аллы Салаевой, о чем она мечтала в детстве. Депутат Госдумы ответила: закончить школу с золотой медалью и поступить в вуз. Это является целью и для большинства кадет. И, как показывает практика, они ее достигают. Около 70% выпускников поступают в высшие учебные заведения Министерства обороны России, связывая свою жизнь с защитой Родины. Сергей Качинский, Борис Андреев, Национальное телевидение Чувашии.